Здравствуйте. Сегодня 6 декабря, воскресенье. С вами аналитическая программа «Главное». Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Итак, главное за эту неделю. Черногория – самый мелкий осколок бывшей Югославии, расстрелянный истребителями НАТО. Кому и зачем выгоден этот кусок земли на побережье Адриатики? Какую цену черногорское правительство готово заплатить за вступление в НАТО, бомбившего эту страну? И как далеко готов пойти черногорский народ, чтобы отстоять свое право на свободный выбор? Главный вопрос. А кто спросил жителей самой Черногории, хотят ли они в НАТО? И не является ли сам Альянс угрозой европейской стабильности? Ответы на эти вопросы искали в Черногории и в США журналисты Катарина Лана и Нина Вишнева. Будущее Черногории решилось на этой неделе в Брюсселе, где страна была единодушно принята в Альянс. Черногорские политики жали руки Джону Керри, а генсек НАТО Йенс Столтенберг не скупился на поздравления. Руководство НАТО приняло историческое решение пригласить Черногорию стать 29-м членом нашего альянса. Мы поздравляем правительство Черногории и людей Черногории за усилия в достижении этой цели. Это хороший день для Черногории. Это хороший день для Западных Балкан. Это хороший день для всего альянса. Премьер-министр Джуканович не преминул отметить в обращении к народу, что Черногория вошла в эксклюзивный круг государств, которые олицетворяют главные ценности современной цивилизации. Но почему-то историческое событие местная политическая элита отмечала не на улицах вместе с простым народом, а в закрытой премьерской резиденции. Настоящая же Черногория уже несколько месяцев протестует. Правящая верхушка называет это обычными митингами оппозиции, но все гораздо серьезнее. Еще в сентябре перед зданием Народного парламента в Подгорице вырос палаточный городок. Это была мирная акция протеста, главное требование которой – демократическая смена действующего режима. По мнению простых людей, власть в стране давно изжила себя. Премьер Джуканович так вовсе забыл о национальных интересах и вот уже 26 лет навязывает черногорцам пронатовскую политику. Я рассчитываю на то, что история со вхождением в НАТО будет сдана в архив. Черногория под Джукановичем признала Косово, голосовала за его принятие в ЮНЕСКО, ввела санкции против России. Все это говорит о той антинародной политике, которую ведет Джуканович. Он должен понять, что его время прошло. Чтобы поддержать Джукановича в борьбе с собственным народом, еще в октябре в Подгорицу приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Люди вышли на митинг протеста как раз под окна виллы, где проходила встреча. Лозунги «Нет НАТО, нет войне» безусловно были слышны в переговорной. Однако к голосу улицы не захотели прислушаться. На следующий день после отъезда американского гостя палаточный лагерь снесли, а сцену сломали бульдозером. Но это не сломило дух оппозиции. Большинство нашего народа против вхождения в НАТО, в отличие от официальных представителей власти и оппозиции. Мы хотим, чтобы голос народа был услышан. Оппозиция выдвинула правительству срок – неделю на отставку. В противном случае на улицы выйдет вся страна. 25 октября так и случилось. Тысячи людей собрались на площади республики. В те минуты казалось, что победа близко, что еще немного, и этот митинг превратится в празднование. Этого не произошло. После провокации фанатичных демонстрантов спецназ разогнал всех, кто находился здесь, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, оставив лишь горькое послевкусие поражения. Мы пришли сюда, чтобы выразить свое несогласие с политикой нашего правительства. Мы убеждены, что большая часть черногорцев против НАТО. Мы же помним, как это было в 99-м. Их интервенция вне всяких законов. Такого ни одной стране не пожелаешь. Четвертый месяц, почти каждую неделю люди вновь и вновь выходят на улицы Подгорицы и других черногорских городов в надежде, что им удастся изменить жизнь в своей стране и выбрать правительство, которое будет защищать их интересы, а не проводить антинародную политику в угоду западным силам, стремящимся сделать из маленькой курортной страны военный плацдарм. Войдя в НАТО, мы станем инструментом в борьбе империализма, который по тем же причинам разорил и нашу общую родину. Мы нужны НАТО только как кусок территории, который нужно покорить и подчинить. Опыт показывает, многие страны членством в НАТО получили только проблемы в противовес собственным интересам.
Ближайшая масштабная акция протеста состоится на следующей неделе. И это последняя надежда простого народа. Политические элиты на этой неделе сделали Черногорию за 30 сребреников 29-й страной, участницей НАТО. Нищий народ Черногории, который все это время боролся против НАТО-оккупации своей страны, оказался разменной монетой в политических играх. Не надо забывать, что игры эти начались гораздо раньше. В начале этого года министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер во время визита в Эстонию заявил, что Штаты временно разместят в Центральной и Восточной Европе военную технику. На официальном сайте Пентагона указано, что эта техника, так называемый European Activity Set, включает в себя в общей сложности 12 тысяч единиц, в том числе танки, БМП и артиллерийские орудия. По мере надобности оборудование будут перемещать по региону в рамках операции «Атлантическая решимость». При этом, как указано на том же сайте Пентагона, перемещение вооружения необходимо для участия в учениях. Американское правительство заинтересовано в разжигании новой холодной войны. Когда предыдущая холодная война закончилась при Джордже Буше-старшем, Джеймс Бейкер, госсекретарь США, обещал, если Горбачев распустит страны Варшавского договора, НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. С тех пор НАТО не только продвинулось, оно втянуло десятки стран, оно стоит у порога России. Тут действительно стоит вспомнить историю распространения натовской опухоли. Восточную Европу заразили в конце 90-х. Практически в то же самое время, когда рвали на куски живую еще Югославию. Первыми диагноз НАТО получили Венгрия, Польша и Чехия. Через некоторое время пошли метастазы. В 2004-м заболели Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009-м Албания и Хорватия. И вот очередной криз с Черногорией. А еще на очереди Грузия и Украина. На саммите в Бухаресте 9 стран-членов НАТО из Центральной и Восточной Европы призвали усилить меры по защите восточных рубежей Альянса. Другими словами, крепить мощь НАТО против России. Я удивлен, насколько быстро ситуация переросла в новую холодную войну. Прежде всего потому, что Запад, это Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО, совершенно не приемлют иное мнение. В этой озлобленности они пытаются усиливать свои позиции. Даже в самих Соединенных Штатах считают, что расширение Альянса на восток происходит под американским давлением, и что этот сценарий, по всей видимости, будут дорабатывать на Варшавском саммите НАТО. Между тем, госсекретарь США Джон Керри не устает повторять, что Альянс не наступательная организация, а оборонительный союз, что страны выбирают членство в нем по своей собственной воле, чтобы стать частью единой, свободной и мирной Европы. Ну а сегодня действия Альянса, по версии того же Керри, направлены исключительно на защиту от всего, что является угрозой. В первую очередь, конечно, это исламское государство. При этом из Германии в Румынию на такую оборону уже переброшено около 70 единиц тяжелой американской военной техники. А позже в этом месяце вооружение будет отправлено в Болгарию и Литву, в страны, где с исламским терроризмом пока что знакомы лишь по выпускам новостей, да и географически они, мягко говоря, не совсем рядом. Другое дело натовский старожил Турция. Не последний игрок в Альянсе, но рискует доиграться до того, что отдуваться придется штатам. Параграф 5 Устава НАТО предусматривает, что нападение на одну из стран Альянса является нападением на весь Альянс. То есть у США с одной стороны есть определенные обязательства, с другой стороны, в частном порядке, все понимают, что Турция поступила опрометчиво, сбив русский самолет, даже если он и зашел в воздушное пространство Турции. Теперь под прикрытием борьбы с терроризмом Турция изо всех сил делает вид, что в состоянии наступить России на горло. На самом же деле пополняет свой бюджет. И вот на таком нелогичном фоне Альянс вдруг принимает решение вновь созвать Совет Россия-НАТО. Сами в свое время диалог прекратили, самим теперь приходится идти на попятную. Нина Вишнева, Катарина Ланы, Пятый канал. Главное, нам можно доверять. В воскресенье в 18:00 на Пятом.